Великая Отечественная война началась в день, когда церковь праздновала День памяти всех русских святых. Впрочем, многие о них уже ничего не знали. До войны закрывались храмы, преследовались священники, множились бесцерковные, безбожные деревни. К 1943 году планировалось закрыть последний храм. Несмотря на то, что практически церковная жизнь была в Восточной Беларуси ликвидирована к этому периоду, несмотря на все это, известны лишь единичные случаи помощи православным священникам оккупантов. В сентябре 1941 года началось открытие храмов стихийное, и немцы разрешили деятельность церкви. Под жестким контролем на открытие храмов необходимо было разрешение, но немцы хотели сдерживать партизанское движение, и в одной из, так скажем, методов сдерживания это разрешение деятельности православных церквей. Но, к сожалению, для оккупантов произошло абсолютно обратное. Как правило, большинство православных священников, а по моим подсчетам примерно 1044 церкви к 1944 году действовало на территории Беларуси, это больше 1000 священнослужителей, все-таки заняли патриотическую позицию, то есть позицию помощи прежде всего своим прихожанам, которые остались на оккупированной территории, а это в основном были женщины, старики, дети, молодежь, и чьи мужья, сыновья и старшие братья воевали на фронте, и морально поддерживать тех, кто остался в тылу, это тоже позиция. В годы войны в деревне Забрезье Воложенского района служил молодой священник Евстафий Баслык. Во время войны мой отец старался помочь людям, помогал не только материально, зерном, чтобы люди не голодали, но также и спасал людей от смерти. Оккупанты расправлялись в первую очередь с теми, кто в советские времена занимал руководящие и партийные должности. Тут был председатель совета Ковалевский Иван из Минска, там деревня около Минска. И он был холостяк. А была зима такая была станция, где погоду глядели. Она там ходила с бумажкой ночью и днем. И он только женился 2 недели перед немцами. И пришли немцы, и вот таких нашел, что некий человек удать. Расстрелять хотели, говорили им. А много очень людей стало заступаться за него, что он хороший человек, никому зла не сделал. Тогда немцы спрашивают, а кто может поручиться за него? И каже, Яровое слячи по ксенза и по батюшку было застрелить Ковалевского. Папу позвали, и он действительно сказал, что он никому ничего плохого не сделал, что он очень справедлив был, что он хотел людям только добра и помогал людям в таких ситуациях трудных. В начале войны немцы еще старались прислушиваться к мнению священнослужителей. Его отпустили. Отпустили, а жить, выселили из квартиры, конечно. И этот Ковалевский вместе с женой приехали жить к нам. Жили в маленькой комнатушечке с полгода, потому что все равно недоброжелатели оставались, и все равно его хотели уничтожить. Тогда, посоветовавшись с людьми, отец решили его отвезти в партизаны. Отец утром запряг лошадь, посадил их и повез в леса, километров за 20 от Забрезья. А там уже их перекрестил и
Вышли они котомки на плечи и ушли в леса. Отец Евстафий Баслык, обнаружив в церковном архиве старую церковную медную печать с надписью «Забрестская Свято-Благовещенская церковь», стал выдавать партизанам и активистам удостоверение, что предъявитель сего гражданин такой-то проживает в деревне такой-то, и удостоверяется, что он человек верующий. Этим он спас жизнь многим партизанам. Формы помощи были различны. Прямо ходатайствовали священники за арестованных. Как правило, это были те, кого подозревали в связях с партизанами, или отцы и матери партизан. Священники ходили в полицию, ходили в комиссариат и ходатайствовали о том, чтобы их отпустили. Доставали документы. Известен случай, когда священнослужитель даже ходил тайно на один из заброшенных хуторов, фотографировал там своим фотоаппаратом партизана, делал фотографии и делал ему таким образом поддельные документы. И два священнослужителя, которые достаточно известны, это Бекаревич и Копычка. Они были связными партизанских отрядов и участвовали в партизанском движении. Есть священники, которые были партизанскими священниками в полном смысле этого слова. Здесь можно назвать отца Косьму Раину, у которого и дети были партизанами. И интересно, что отца Косьму, он на Полесье служил, командование партизанского отряда даже приглашало выступить на новогодний митинг в партизанском отряде. Он поздравлял их с Новым годом и выражал надежду, что они будут и дальше сражаться и освободят скорее родину от фашистов. На войне не все так очевидно и просто. В некоторых районах партизаны, вернее те, кто так себя называл, больше походили на бандитов. Партизаны добре виробляли ще як німці. І німці добрі гни. Людей, мучили людей. И мы погоревшие были, у тетки были. Так знаю же, что свои ж тут были. Знаю, что мы... Так лыжки и те побрали. Остатние лыжки. Не было лыжек, так схопили. Нитки там мне дядька дал из Минска, папка брат был. Так вы думаешь, ніякої ж ні ниточки, нічого. Тогда тоже забирали. Священники во время войны находились между двух огней. Многие партизаны, как люди, отлученные советской властью от веры и Бога, настороженно относились к священнослужителям, несмотря на то, что те оказывали им помощь. Трагически сложилась судьба батюшки, служившего в деревне Доры. Память прихожан сохранила только его фамилию – Жданович. Партизаны это ходили ж уже всюду, никто ж не молился. Даже мы идем, так боимся у церковь ховаючися. И на нас уже тут так чичили. Ну а тогда его взяли, и он пошел у соседнюю вёску. Там тоже религиозно были люди, ходили. И он и их был, скрывался. Убили этого батюшку. Пришли партизаны в эту хату, там и кинжалом казали, как, и все. К третьему году войны гитлеровцы были в ярости от действий партизан. Даже за подозрение в связи с партизанами выжигались целые деревни. В октябре 1943 года каратели согнали жителей деревни Доры в деревянную церковь, стоящую на холме. Их позгоняли, так пришел немец и пулемет через окно и сказал, что покленчили они. Они покленчили и по их, кажется, они только захрапли. Потом фашисты подожгли церковь. На месте трагедии сейчас стоит мемориал погибшим.
Потомки же тех, кто совершил это преступление, в знак покаяния помогли построить в деревне Доры новый храм. В деревне Ятры Карелического района церковь тоже была разрушена, но уже партизанами. В годы войны здесь был храм, был очень красивым, как говорили старожилы люди. Рассказывают, что на Пасху сюда очень приходило много людей. Уже в годы войны, тогда уже, когда партизаны пришли уже на Ятру, они боялись, что здесь будет штаб фашистский, и они отдали все, что было в этом храме, всю утварь, хоругви людям, прихожанам, и этот храм они ночью спалили. В этом храме служил священник, отец Борис Кирик, до окончания своей жизни. Когда его предали, приехали фашисты и прямо с храма его арестовали. Было очень много людей в храме, и когда его арестовали, люди не знали, куда пропал священник. Они ждали, что сейчас будет вечернее богослужение, а священника нет. И только потом увидели, как священника уже отца Бориса Кирика выводили из храма и садили в машину уже фашисты. Под полом своего церковного дома священник Борис Кирик выкопал огромный погреб и устроил госпиталь на 10 коек. Раненые партизаны всегда могли получить здесь медицинскую помощь. Матушка, жена священника, делала партизанам перевязки, ухаживала за ними. Медикаменты доставляли из Новогрудка с аптеки, партизаны. И он был врачами, называли его, партизаны, что он был и батюшка, и врач. Ну, и был доброй души человек. С батюшкой нас звала война, 41 год. Мой папа работал в сельсовете секретарем, был партийный. И как пришли до нас немцы, кто-то моего папу продал. Был карательный отряд, стоял в Заполье, налетели до нас в вёску, отцепили в вёску немцы и объявили, что таки Коршун Мещей Казимирович должен явиться на собранию. Вызвали всю вёску. Потом пришли на собрание к этому, объявили немцы, что значит Коршун Мещей Казимирович, выйдите. И он вышел из толпы, и они объявили ему такой приговор, что он будет расстрелян, что дожидается возвращения большевиков и не дает убирать колхозного урожаю. Тогда его, и он вышел, за его и привели, там есть такое болото, нас недалеко, и на том болоте его расстреляли. Сразу нам сказали, не дадим его ховать семьи, что батюшку его не согласится поховать. Немцы так нам утвердили, мы его закопаем тут. А батюшка сказал так, нет, мы его поховаем крестьянина. Папу завезли туда наверх, где была церковь. И там его положили в звонице, была звоница еще целая. А у церковь не разрешили заносить. И он отслужил обедню, все, и батюшку нашего папа поховал по-крестьянски. Для работы подпольного госпиталя нужны были добровольные помощники. Ими стали прихожане храма. Отец Борис доверял своей пастве. И все же нашелся тот, кто предал священника. Это был один из партизан, которого вылечил отец Борис. Завезли его в Кадычеву. В Кадычеве они, значит, там его мучили всякими способами. Живьем вырезали кресты на теле, кожу снимали. Ну и потом сообщили, что, значит, батюшка уже нема. Батюшка закатовали. Тогда партизаны, значит, батюшка герой. И он выдержал все пытки, и он нас никого не продал. Даже была пословица такая, Кадычевская, где по 7 шкур людей дерет.
завернули в яму белорусскими сынами. В окрестностях деревни Колдычево в марте 43-го года фашисты создали лагерь. Узниками его главным образом стали местные жители, которые оказывали сопротивление оккупантам. Здесь погибло 22 тысячи человек. В этом лагере был замучен фашистами и священник из Клецкого района Николай Хильтов. По воспоминаниям его дочери Надежды, отец помогал разведгруппе партизанской бригады имени Чапаева, был связным. При церковном доме отец Николай создал дом отдыха, называемый так для конспирации. Именно там находили убежище раненые партизаны. И все это в селе, куда немцы наезжали очень часто. У день ходят, полициянты, немцы. А у ночи ходили, думаешь, у лесу тоже хотели есть и партизаны. Вот. Я так вот и до батюшки все приходили, партизаны, тоже придя попросить и хлеба, и сала уже даст им. Осенью 42-го года после выполнения задания диверсионная группа из 5 партизан остановилась в доме отца Николая. И в это самое время стало известно, что в деревню приехали немцы. Пришлось священнику прятать в одной из комнат партизан, а в другой принимать карателей. Отец Николай рисковал не только своей жизнью, но и жизнью 2 дочерей. К счастью, каратели пробыли недолго в доме священника. Когда в перестрелке с немцами погиб один из разведчиков, отец Николай в своем доме совершил над ним погребальный обряд, и партизана захоронили в гумне священника. Их деятельность можно охарактеризовать как христианскую, то есть они просто выполняли заповеди. И они, выбирая, так скажем, путь служения христианского, они не могли не понимать, что если вот они помогают партизанам, тем самым они приносят в жертву не только себя, но и свою семью. И, как правило, члены семьи полностью разделяли выбор священнослужителей. Навели, день перед Пасхой забрали батюшку. А на Пасху уже поехала матушка наша, а брат был в Хильтову Клецку, Жорж. И забрали за нашего батюшку, это одна фамилия была, из-за нашего батюшку тоже забрали, брата его, и он тоже был батюшком. А на Пасху поехала уже наша матушка и Клецкая матушка. Поехали уже их доведаться, наши обидва брата были, Хильтовые. То уже мучили, уже привязывали до ложков, полили, зарывали ногти у них. Позамучивали матушку. Когда в 1944 году была освобождена территория Беларуси, прихожане и священнослужители активно включились в помощь фронту, фонд обороны, собирали деньги. И вот за 1944-1945 год жители, пережившие оккупацию, внесли в фонд обороны 6 миллионов рублей и 3 фунта серебра. Вообще это подвиг. На мой взгляд, это подвиг людей, которые практически остались ни в чем. Как выглядели и священник, и прихожане. И вот как вот могли эти люди собрать такую сумму для того, чтобы внести в фонд обороны. Ну вот известно, что была построена на деньги церкви танковая колонна имени Дмитрия Донского, которая дошла до Берлина. И участвовали также православные священники в строительстве бронепоезда «Советская Беларусь». Война закончилась, но для многих священников наступивший мир стал началом новых испытаний. То, что приходилось контактировать не только с партизанами, но и полицейскими, послужило поводом для репрессий, новой волны репрессий к православному духовенству. Первые аресты начались сразу после освобождения Беларуси. И в тех следственных делах, которые велись, и в тех показаниях, которые давали священнослужители на допросах, я не встречала слов священнослужителей, что они раскаивались в том, что они помогали партизанам. Нет. Но, правда, на приговор это не влияло. Не повлияло это и на приговор священнику Евстафию Баслаку. Тройка сидела 10 лет.
выслали в Воркуту. И там, в Воркуте, он пробыл 4 года. Работал на лесоразработках. Его все время заставляли, чтобы он был доносчиком. Вам люди доверяют, вас что говорят про советскую власть. Ну а что могли люди говорить про советскую власть? Что тяжело жить, этого, что было, и все, больше. Ну, даже вот это тяжело жить, за это давали 10 лет. И так он прожил до того момента, когда разрешили выехать. 2 года служил в Вологде, затем в Устюге. Его заставляли участвовать в разорении церквей. Потом он видел, как относятся безбожно к церквям, к утвари, как топчут Евангелие, и все. Он говорит, я не мог этого смотреть. И он в 60 лет решил уйти в Заштат и переехал ко мне в Минск. Процесс уничтожения церквей, приостановленный в годы войны, вновь начался. Старожилы деревни Блячина до сих пор с горечью вспоминает историю разрушения храма, в котором служил отец Николай Хильтов. Я с кривым пальцем. Тут когда дорогу привязали, люди приехали разбирать нашу церковь. Но мы дорогу давай звонить. Звонишь, верно, у нас уже хорошие были. И завезли нас в лес ударить. Даже если вы вернетесь в лес, били, глумили, все поразворочивали, все пораскидали, все. Ни словом, ни упошамку ничего не выкинули. А мы же тех, кто уже гуляли наверх, их скинули, уже такая самая крыша была белая, хорошая, бляха была. И як уже танцевали на крыше. Та Боже, Боже. І я вже стоїмо, буде, кажемо, Господи Боже, невже ж ти вже не Бог, такі терпимі, що ти вже не накажеш. На месте старой церкви в 2003 году в деревне построили новую, точную копию прежней. Построили стараниями настоятеля отца Андрея и местных жителей, которые щедро жертвовали из своих скромных доходов на восстановление храма. По старой традиции в ограде церкви похоронена недавно почившая дочь отца Николая Надежда Хильтова. В деревне Ятры церковь сделали в доме, под полом которого во время войны отец Борис Кирик создал госпиталь. Евангелие, церковную утварь, хоругви, намоленные иконы из взорванного храма прихожане сохранили и вернули, как только открылась церковь. Также приближали победу, как и партизаны, и подпольщики, и те, кто воевал на фронте. Они такие же участники войны, вот они такие же участники партизанского и подпольного движения, как и все остальные. Конечно, церковь была отделена от государства, но церковь не могла быть отделена от Родины. И вот они это доказали во время войны, что они неотделимы. Они выступили как граждане, как патриоты земли, где они живут.